На прийомі у Баранавіцкім гарвыканкаме прадстаўнікі адміністрацыі горада абмеркавалі з узбекскімі гостями магчымасці пашырэння ўзаемнага супрацоўніцтва. Мы очень рады тому, как развивается и город, и социальная сфера, и промышленные предприятия. Поэтому, конечно, заинтересованы в развитии, в том числе и с Узбекистаном, поскольку у нас много точек соприкосновения. Хотя в экономическом плане я бы сказала, что мы больше пока покупаем, чем продаем. Між тым, узаемавыгадныя прапановы ёсць у абодвух бакоў, прычым у самых разнастайных сферах. Узбекистан и Беларусь имеют очень большой потенциал для совместной деятельности. И открытие посольства уже должно способствовать решению всех этих задач. Нас интересуют все сферы. Интересуют и вопросы экономического плана, и вопросы инвестиционного плана, и вопросы военно-технического сотрудничества. И вот мы сейчас здесь затронули вопросы сотрудничества в образовательной сфере. Вот. Я думаю, что нам надо эти направления очень активно развивать. Насярджан Юсупаў наведаў Баранавіцкі малочны камбінат, адно з буйнейшых прадпрыемстваў малочнай прамысловасці ў рэгіёне. Сёння ён пастаўляе сыравіну для такіх сусветна вядомых вытворцаў, як Марс, Нестле и Данон. Узбекскі рынок для комбината пакуль новы. Последние выставки, которые проходили в южных республиках, мы участвовали и в выставке в Киргизстане. Последняя выставка была в Таджикистане, показывает, что востребованность нашей продукции там есть. Жители данных республик, они хотели бы видеть на полках в магазинах нашу продукцию, и я думаю, что и Узбекистан в том числе. Таксама пасол Узбекистана наведаў Баранавіцкае вытворчае баваўнянае аб'яднанне. Сёння прадпрыемства актыўна развіваецца. Пасля маштабнай мадэрнізацыі тут з'явіліся новыя магчымасці вытворчасці тканіны і хатняга тэкстылю. А сярод рынкаў збыту не толькі блізкае, але і далёкае замежжа. На супрацоўніцтва з Узбекистаном таксама пэўныя планы. Эта страна входит в пятерку мировых производителей хлопкового волокна. И мы, конечно, заинтересованы в работе с Узбекистаном. Сейчас там проводится достаточно серьезная модернизация с точки зрения всего текстильного комплекса. Вкладываются большие средства. И задача стоит у них углубить переработку хлопкового волокна на узбекской территории. Ну и в рамках переговоров сегодняшних, в общем-то, мы надеемся получить какой-то для себя ответ с точки зрения возможности для бизнеса в Узбекистане и какой-то даже возможной интеграции с узбекским бизнесом с целью освоения наших традиционных, ну и, в общем-то, не очень традиционных для нас рынков. Надзвычайны паўнамоцны пасол Узбекистана падчас рабочай паездкі на Брэшчыну плануе таксама наведаць і абласны цэнтр. Алена Ракуць, Олег Завадскі, Мікалай Родскі, тэлерадыёкампанія «Брэст».